Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно на радио и телевидении. В студии режиссеры Николай Слепцов-Айдын, Мария Новгородова, у микрофона Любовь Петрова. Сегодня 29 декабря, конец года, и в конце года мы обычно подводим итоги. И сегодня у нас в студии председатель Якутской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Васильевна Лебедева. Здравствуйте, Ирина Васильевна. И мы будем подводить итоги года республиканской организации ВАИ, Якутской республиканской организации ВАИ. Телефоны наши 32 00 66, 32 11 66. Дорогие друзья, во время прямого эфира вы можете присоединиться к нам, к нашему разговору и задать интересующие вас вопросы. Ирина Васильевна, вот какие у вас такие самые важные, главные итоги этого года? Всем добрый день. Во-первых, я хочу поблагодарить вас, Любовь Дмитриевна, за приглашение. И в этом году мы отметили 20-летний юбилей Межулусного культурно-спортивного фестиваля инвалидов. И в этом году мы провели первый дальневосточный форум занятости инвалидов «Вызов времени». Это мероприятие инициировали мы. В прошлом году поговорили с Госкомитетом занятости населения и пришли к выводу, что пора провести этот форум для того, чтобы узнать, как живут наши инвалиды, какие вопросы острые по трудозанятости инвалидов, по самозанятости и какие перспективы, проблемные вопросы поднимать и вместе с тем услышать, как работают наши дальневосточные коллеги. Ну и где он проходил? В городе Якутске? В городе Якутске с 19 по 21 сентября. В рамках форума мы провели ярмарку вакансий, где приняли участие более 100 человек. И по итогам этой ярмарки трудоустроилось 4 человека. 3 человека глухонемые, с проблемами слуха, Национальный банк, и 1 человек трудоустроился у нас в Яроваи программистом. После проведения этого форума люди к нам начали подходить с вопросами трудоустройства, какие вот моменты мы упустили, да, и с Государственным комитетом занятости мы вплотную работаем. И после выхода постановления правительства о том, что внесены изменения по квотированию рабочих мест, к нам на связь вышли сотрудники ПАО «Сбербанк», и после этого мы трудоустроили 19 человек. И в следующем году мы, если получится, мы хотим, опять же, заключить договор о том, что будем трудоустраивать людей с инвалидностью по квотированию. На квотируемые места. На квотируемые места вы сами подбираете, да? Это механизм такой, что отправляющая сторона, то бишь организация, у которой есть квота, да? Квота, а мы как бы принимающая сторона. Вот. Если мы принимаем этих инвалидов, зарплату оплачивает отправляющая сторона. Через нас, через общественные организации. Это выход из положения. Это новое, да? Да. Сейчас в трудоустройстве инвалидов. Потому что я знаю, что трудоустройство инвалидов – это одна из самых сложных проблем. Да. Что очень много людей желают работать, но как-то не получается. Да. Есть такая проблема, очень острая, да. И с следующего года мы тоже наметили такие планы работ, планы, которые будем совместно с Государственным комитетом занятости населения работать вместе. И у нас уже в плане
семинары выездные, где мы будем затрагивать проблемные вопросы, да, самозанятости, тоже трудозанятости. В этом году мы провели такой же семинар в Хангаласском улусе, где мы собрали представителей 14 улусов республики, говорили, провели ярмарку, и там приняли участие специалисты налоговой службы, Департамента социальной политики, Министерства труда и социального развития. Вот. Ну и есть такие перспективы, да, что и дальше вы будете трудоустраивать. С какими предприятиями заключили договоры? Ну, в этом году у нас заключен договор, вот как я уже говорила, с ПАО «Сбербанк». В следующем году мы вот уже на связь на днях выходили Трансгаз, Томск. Они тоже хотят заключить с нами договор, чтобы трудоустроить около 30 человек на квотируемые места. И мы вот хотим привлечь индивидуальных предпринимателей, которые могут принять на работу инвалидов. Ну вот сейчас такая проблема, что многие люди с инвалидностью хотели бы дистанционно работать, им так удобно. Вот, опорники, колясочники. Вот здесь вот же очень сложно, да, дистанционно. Да, действительно, это очень хороший вопрос. Вы задали. На днях мы провели вот совещание, да, где принимали участие и Государственный комитет, и большие такие предприятия, как Алмаза Набара, и с нашей стороны, с общественников, да, инвалидов, вынесен вопрос о принятии на работу дистанционно, то есть фрилансеров, да, фрилансеров и надомников. Вот мы внесли такое вот предложение, и сейчас рассматривать такую возможность, ага. Рассматривается, да. И в будущем, возможно, уже будет такое. Уже будет, ага. У нас, в нашей организации, в Яру-Ваида, работает молодой человек, который вот дистанционно работает. Например, он по своей вот инвалидности не может у нас работать в офисе. Он с дома работает, и все отчитывается, мы ему оплачиваем зарплату. Вот это очень удобно для человека с инвалидностью. Да, удобно. И колясочнику вот зимой, представьте, ему на работу ездить, колясочнику. Да. Очень сложно. А еще какая у вас, вот кроме трудоустройства, вот какие еще основные проблемы есть у ваших инвалидов? У наших инвалидов, конечно, проблем очень много, но самое острое – это работа и жилье. С жильем тоже очень такой сложный вопрос. Мы с вопросом жилья выходили на Ил-Тумен, написали письмо, что как-то надо решить эту проблему, и нам сказали, что на федеральном уровне это уже наболевший вопрос. Председатель нашего Всероссийского общества инвалидов Михаил Борисович Терентьев входит, он депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по социальной защите инвалидов, да, и он говорил, что это очень наболевший вопрос по всей России, России, и уже сейчас на работе вот этот вопрос по жилью инвалидов, по предоставлению жилья инвалидов. А у нас в республике, если человек встал на учет по обеспечению жильем до 1 января 2005 года, у нас очередь более 1000 человек. У нас вот социальные дома очень медленно строятся. Сейчас как. Но в основном вот инвалиды претендуют на социальные вот такие дома, да, или для них не имеет значения, они могут и в таких в обычных домах, или только на социальное жилье? Нет, не только социальных домов. Социальные дома это предоставляется тем, кто
у кого нет ни родных, и он не может себя обеспечить, да? Одинокий инвалид. Да, одинокие инвалиды. А по субсидии и по предоставлению жилья очередь 1000, по-моему, 431 человек было, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. Это да? по республике, да, или по городу Якутску? По республике. А да. по городу Якутску? По городу Якутску, если я не ошибаюсь, где-то 600. Половина, да? Половина, почти, да. Почти половина. Ну, эта проблема как-то будет решаться? Да, уже я, как сейчас говорила, уже на федеральном уровне мы уже отправили письмо. Нам сказали, ответили, что они отправляли письмо в Государственную Думу и на федеральном уровне. Вот, но пока только да. законодательно решается этот вопрос. А так практических шагов пока нет? Пока нет. У нас в республике очень острая проблема стоит. Да. Ну, потому что сейчас даже очень люди с аварийных же домов еще не всех обеспечили. В Якутске вообще очень серьезная проблема. Да, каждый второй человек, который к нам подходит, да, обращаются по предоставлению жилья, что у них нет жилья, им негде жить, как устроить ребенка, и где жить. И сейчас вот аренда жилья очень подорожала, и жилищно-коммунальная оплата тоже подорожала. Но сейчас 1 января или с 1 декабря все повышается? Да, опять повысилось. Ну, кроме этого, еще же очень серьезный вопрос лечения, да? Лечение, прохождение медкомиссии, вот тут вот какие есть. Но сейчас у нас по медицинскому, по медико-социальной экспертизе у нас проактивный режим. Если человек хочет встает на учет по инвалидности. И во времена пандемии, да, все это было дистанционно. Сейчас эту процедуру оставили, человек может написать заявление, чтобы ему продлили инвалидность письменно. На заключительном совещании с бюро медико-социальной экспертизы мы тоже с ними очень тесно работаете, да? Тесно сотрудничаем, работаем. Они сказали, чтобы все это заочно может быть. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу и через несколько минут вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». Сегодня у нас в студии председатель Якутской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Васильевна Лебедева. Телефоны прямого эфира 320066, 321166. Пожалуйста, во время прямого эфира присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте интересующие вопросы. Ну вот мы говорили о проблемах, а вот у вас же еще есть юридическая, да, помощь, вы можете оказывать юридическую помощь. Да, у нас есть свой юрист, Басагысов Геннадий Степанович, заслуженный юрист Республики Саха-Якутия. Он оказывает юридическую бесплатную помощь инвалидам, и мы защищаем права инвалидов на судебных заседаниях, мы пишем иски, мы можем даже стать на защиту инвалидов, если он... А в основном с какими проблемами они обращаются? По кредитам, по жилью, по работе. Если есть такие случаи, работодатель уволил необоснованно инвалида, мы тогда тоже помогаем. Есть такие. По жилью тоже, если ребенок инвалид и сирота, мы тоже защищаем права, и у нас есть случаи, которые мы восстановили в правах. У нас в практике есть случаи, которые мы уже предоставили жилье ребенку инвалиду и сироте.
решение вот такое вышло. Вот у нас в республике, по-моему, 58 тысяч инвалидов. Более 58. Да? Из них 6 тысяч – это дети-инвалиды. Да. А вот они все зарегистрированы у вас в вашей организации или нет? Нет. Да. Все, да. У нас, почему я говорю нет, потому что это кто хочет вступить в члены нашей организации, да, они добровольно пишут заявление, что они хотят вступить в члены нашего общества, могут обратиться в улусные организации общества инвалидов. В городе Якутске у нас есть тоже организация по улице Богатурева, 11/1, Николаева Александра Максимовна, председатель новый. Могут туда обращаться. Да. Те, кто хочет. Ну вот в декабре прошла декада инвалидов, да? Вот 3 числа Международный день защиты инвалидов, и до этого была декада. Вот как вот эта декада прошла? Какие там мероприятия были? Открытие декады началось с представления Олонхо в техникуме лицее инвалидов. И мы там присутствовали. Это очень-очень такое хорошее детство. И ребята, вот все же инвалиды, люди с инвалидностью, молодые люди, да, они поставили Олонхо Нюргун Батур. И это было как-то очень... Я сама до инвалидности я была учителем национальной культуры, да, и я несколько раз поставила вот тоже Олонхо, и как бы на этой примере я ощутила себя, 20 лет тому назад, как бы я очутилась, и ребята так вот вдохновленно, так с чувством исполнили свои роли. Это вдохновило тоже, да. И я так рада была, что у них Марьяна Гаврилевна, руководитель, постановщик этого спектакля, так прививает любовь к родине, к народному творчеству. Да. В рамках декады мы провели ряд своих мероприятий. Конкурс «Счастливы вместе». Это конкурс семей с инвалидностью. У нас было в театре юного зрителя мы провели этот конкурс. И победителями стали семья Ощепковых из Сунтарского улуса. Действительно, это очень-очень такая талантливая, такая дружная и спортивная, и культурная. Во всех смыслах действительно эта семья года была. И тем не менее, это там у них есть инвалид, да? Да, мама у них инвалид, у них свое крестьянское хозяйство, но вместе с тем, мама, она чемпион по волейболу СИДе республики. И входит в состав сборной своего улуса. Сильная женщина, да? Пример для многих. Да. У них 5 детей, и они все занимаются спортом. Девочка, дочь у них занимается танцами, маленькая дочь тоже маленькая, но удаленькая. И мы провели еще конкурсы «Мама, папа, я», спортивная семья. Это в Нижнем Бестяха был этот конкурс спортивный. И там победителями стали семья из Мегина Кангаласского улуса. Вот такое очень хорошее мероприятие прошло. И ежегодно мы подводим итоги и выявляем из лучших лауреатов. Да? У нас 8 номинаций. И там мы поздравляем, вручаем им статуэтки, дипломы, ценные призы. И в этом году к нам в гости пришла министр труда и социального развития Елена Александровна Волкова, поздравила, сказала, что мы идем по верному пути. Вот такие. Серьезные мероприятия. Это у нас был большой круглый стол на тему доступности. Доступности услуг, доступности
объектов социальной инфраструктуры. У нас есть свой центр мониторинга, и оценки. И основным докладом выступил директор этого центра Андрей Анатольевич Петров. И содокладчиками выступили вот Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Беремся, Министерство труда и социального развития тоже. По доступности очень большой такой разговор был. Ну, вместе мы будем достигать доступности в нашей республике. Ну, доступность — это же не только пандусы, да? Да. Все Вот почему-то думают, что только пандусы. Да, мы поэтому вот организовали этот круглый стол, чтобы всем понятно было. Доступность должна быть везде. Не только пандусы. Это доступность должна быть и в обслуживании, и в услугах везде, чтобы доступность была всем ясна, да? Да. И в образовательной среде, чтобы было... Хорошо, у нас телефонный звонок. Мы слушаем. Алло. Здравствуйте. 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 Это говорит женщина, которая... Мы вдвоем с мужем инвалиды. Муж у меня инвалид первой группы, я тоже по зрению вторая группа. Вот, я хочу спросить все-таки у вас, может быть, вы нам поможете? Мы стоим на учете в этом 2005 года на рейстере города Якутска. Но наша очередь все не движется, стоит на одном месте. Вот. Я только к кому не обращалась. И к депутатам, и здесь в городе Якутске социальный. Социальный мне отвечает: езжайте в район, вы с района, там и пусть вас обеспечивают. Мы вас без прописки не принимаем. Раз и так можно обращаться. Вот. А в данное время мы снимаем квартиру. Вот. А вы где прописаны? А мы прописаны в Улусе. В Улусе. А в городе Якутске здесь нет возможности прописаться, потому что нет своего жилья, да? Да, у нас нет своего жилья, мы арендуем квартиру. Квартира стоит 25 тысяч, это каждый месяц пенсии у нас уходит. Вот. И я хочу сказать одно, что 2005 года, неужели не может подвинуться с места этот наш, очередь наша? Так, спасибо за вопрос. Вы можете записаться к нам на прием, предварительно позвонив по телефону 40 50 93. Мы разберемся, но я не обещаю, что завтра у вас будет своя квартира, потому что очередь очень медленно идет, как я уже сказала, да. Мы можем написать ходатайство, мы можем спросить, почему вот очередь не идет медленно. Юрист может проконсультировать. Да, юрист может проконсультировать вас. Можете обратиться. Курашова, 24, офис 501. Спасибо. Ну вот такой серьезный такой вопрос. Да, очень. Каждый день к нам обращаются вот люди, да, с инвалидностью, что у них дома нет. Вот если в день мы принимаем по 5 человек, 3 человека с жилищной проблемой подходят, 2 человека, остальное. Ну да? тут вообще вот нет решения, да, такого вопроса, потому что все по прописке, а человек прописаться не может. Вот, потому что нет жилья здесь. Везде они тупик. Живут в съемном жилье. И получается, что тупик. Да, везде тупик. А живут здесь. Здесь очень много людей живут арендуют квартиры. А квартиры стоят. А квартиры-то, конечно, да. Если покупать, то. Вот вопрос жилья очень остро стоит. Мы даже выходим в вышестоящие органы, да, законодательные органы, и правительство мы тоже выходили с этим вопросом. Но на уровне федерации должен решаться этот вопрос. Уже накипело все. Да.
Да. Ну, будем ждать решения этого вопроса, будем надеяться, что сейчас какие-то подвижки есть, и что вот сейчас хотят закончить с аварийными домами, хотят закончить, может быть, тогда займутся и инвалидами, и многодетными займутся. Да, дай Бог. Дай Бог. Дай Бог. Да, будем надеяться, верить. Вот у вас же еще очень много работы, вот вы и всероссийские соревнования, да, проводите. Вот расскажите об этом. Во всероссийских соревнованиях мы участвуем ежегодно, несмотря на пандемию, несмотря на всякие эти ограничения. В этом году я хочу вот похвастаться, что наша республика уже выходит, приближается к пьедесталу. Мы в этом году приняли участие во всероссийском соревновании «Крым». Сочи 2022 для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Вот мы как раз об этом рассказ мы продолжим. А сейчас мы прервемся на рекламу. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир в программе «Якутск сегодня». У нас в студии председатель Якутской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Васильевна Лебедева. Телефоны прямого эфира 32 00 66, 32 11 66. Можете позвонить во время прямого эфира и задать интересующие вопросы. Ирина Васильевна, вот как раз говорили о всероссийских вот этих соревнованиях, да? Да. Ну, в этом году у нас всероссийское соревнование физкультурно-спортивный фестиваль. В прошлом году в Крыме было, в этом году, в связи с этими с положением, в России проводился в Сочи. Сочи 2022 называется. И в этом соревновании на фестивале приняли участие 54 региона Российской Федерации. Соревнования проходили в очень хорошем месте, как он назывался, я уже забыла. Соревнования проходили в нескольких местах, и дисциплины были дартс, теннис, легкая атлетика и несколько еще. Мы принимали несколько во всех дисциплинах, и в этом году мы принесли 3 золотых медали своей сборной и заняли 5-е место. До этого мы занимали 17, 18, 20, даже 30 места. А с чем это связано? Такой скачок? Мы уже начали работать на результат, потому что надо же показать свою республику, чем-то похвастаться, да, и уже сильные спортсмены начали подтягиваться к нам, да. И в этом году 1-е место по настольному теннису занял Борисов Валентин, который занимался и ежегодно 5 лет уже ездит, да, на эти соревнования, и в этом году занял 1-е место наконец. И это уже победа, да? Победа над собой, мотивация. И его ученица Слепцова Александра в прошлом году тоже 1-е место заняла, и в этом году подтвердила свое превосходство, да, и заняла 1-е место. И по легкой атлетике мы взяли с собой Никифорову Алену, которая никогда за пределы республики не выходила. Она заняла 1-е место по легкой атлетике и показала наилучший результат по всей России. Но ее не включили в очко команды. Почему? Потому что в ее квалификации она была одна только. Не по ее вине, а в квалификации одна была. Да, это было обидно, но мы так радовались этим золотым медалям, что очень-очень,
уже поставили цель, что в будущих годах уже мы будем на пьедестале. Ну, конечно, у нас же традиции есть, у нас паралимпийцы есть. Да. До этого наши вместе наши спортсмены тоже заняли, вот тоже в Сочи у них проводился вот большой такой соревновательные дни, да, и там принимали участие тоже наши члены общества, Петрова Виктория, которая вот четвертый раз уже стала чемпионом по толканию ядра, вот. Наши спортсмены. Да, здорово, даже... поздравляем. Спасибо. И в этом году мы впервые приняли участие во всероссийском тоже физкультурно-спортивном фестивале «Дружба народов». Это в Нижнем Новгороде. Мы с собой взяли Инохову Даяну, которая тоже не выходила за пределы республики. Это тоже же социализация называется, да? И она вот заняла первое место по пауэрлифтингу. Подняла. И ой, так радовалась. Это надо видеть. Ее глаза, ее такое воодушевление, ее такая гордость. Да, она такая счастливая была. Мы все за нее радовались. Ну, это здорово. Да. Ну, еще у вас грантовая же, да, еще работа проводится? Да, мы участвуем в грантах президента Российской Федерации, в грантах Илдархана. И в этом году наши местные организации, Чурапчинская областная организация получила грант Илдархана, Мирнинская тоже. Мирнинская организация очень-очень активно принимает участие в конкурсных отборах, да, и побеждает. Несколько раз она взяла грант президента Российской Федерации, написав проект и внедрив ее. «Мамины каникулы» называется. Родители детей-инвалидов, мамочки, да, они должны как бы тоже социализироваться, отдыхать. И вот такой очень хороший проект они написали и получили грант. И в этом году мы тоже сами участвуем, написали, отправили и скрестив сидим. В январе уже будет известно. Ну, надеемся, что получим. По каким темам? Тема туризма, социального туризма мы написали, да. И до этого мы дважды брали, побеждали в грантах Российской Федерации президента, да. Первый грант был творческий, «Жемчужина творчества». Это для творчески одаренных людей с инвалидностью. И второй проект у нас был правовой. По этому гранту мы работаем до сих пор. Ну вот видите, люди с инвалидностью, да, какие талантливые люди, да. Каких успехов они добиваются. Они наравне со здоровыми и грантовые побеждают гранты. Это же сложно тоже. И во всероссийских соревнованиях принимают участие, побеждают. Да. Иногда даже лучше, чем здоровые, да, я скажу. Потому что когда я впервые избиралась председателем Республиканской организации общества инвалидов, у меня была такая рамка, да, рамка, что я не добьюсь, я ничего не смогу, потому что я в руководящих должностях еще, не была, как бы, да. И сейчас я уверена, что у меня команда есть, у меня люди, которые меня двигают вперед, я мотивируюсь ими, я вдохновляюсь ими, я просто... Я рада, что оказалась среди них. Ну о себе немножко расскажите. Я сама родом из Чурапчинского улуса, да. Я родилась в Чурапче, выросла, окончила, потом поступила в педагогическое училище имени Чернышевского в городе Вилюйске. Родила 2 детей, у меня сейчас 3 сына. Я бабушка, у меня много внуков. И педагог? Да, я по образованию педагог. Да.
И уже 5 лет возглавляете Да, 5-й год возглавляю Республиканскую организацию общества инвалидов. Ну, у нас еще есть немножко времени, вот о планах успеете рассказать? Ну, в следующем году мы отмечаем 35-летие нашей организации Всероссийского общества инвалидов. И у нас очень много планов. Хотим вот внедрить все свои задуманные программы. Сейчас вот как раз-таки пишем программу на следующий год. Будем защищаться в феврале и получим субсидию. Мы на субсидии сидим, да, получаем в результате конкурсного отбора некоммерческих организаций инвалидов. И в этом нам всегда помогает наше родное Министерство труда и социального развития. Ну, и хочу пожелать, поздравляю всех с наступающим Новым годом, годом кролика, годом надежды, что у нас будет все хорошо, чтобы было мирное небо над головой, чтобы все наши окружающие вдохновляло нас, радовало нас, и чтобы во всех семьях был покой, мир, уют и любовь. Да. И чтобы наши воины все с победой вернулись здоровые, домой. невредимые, вернулись домой. Ну, и еще есть у нас немножко времени. 2 минуты еще есть. В этом году мы провели юбилейный межлусный культурно-спортивный фестиваль в Горном Улусе, в селе Бердигестях. И, пользуясь случаем, я хочу передать большую благодарность. От души благодарю главу Горного Улуса. И в этом году тоже провели выездной семинар в Хангаласском Улусе, городе Покровске. Тоже хочу передать большую благодарность, огромную благодарность. Но мы работаем с муниципальными органами вплотную, да, поэтому всем тем, кто нам помогает в работе, поддерживает наши организации, помогает проведению наших республиканских, улусных мероприятий, да, тем, кто поддерживает людей с инвалидностью, поблагодарить, помогает им. Ну, как относится власть к человеку неимущему, слабому, да, так и оценивается наше общество, государство. Да. Я благодарю вас за участие в нашем эфире, желаю вам успехов. Тоже поздравляю вас и наших дорогих радиослушателей с наступающим Новым годом. Пусть все будет у вас хорошо. На этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. С наступающим